большая честь читать лекцию в этих стенах, где ведущие профессора, да, выдающиеся антропологи, этнографы проводили занятия. И, конечно же, в окружении представителей народов, которые, в общем-то, тоже подвергались воздействию этих эпидемий. Некоторые вымирали почти полностью в результате этих эпидемий. Ну и, конечно же, к сожалению, эти эпидемии приходили в Казань. Начинаем мы с середины 17 века не случайно, потому что, к сожалению, более ранних точных сведений нам неизвестно. Вот такая огромная, да, просто со страшными последствиями эпидемии чумы середины XIV века, которая охватила всю Европу, конечно же, и Россию, и Золотую Орду, она, наверное, тоже коснулась, да, нашего региона, но в этот период Казань только-только возвращается с берегов Казанки, из Высокогорского района, да, из того места, где сейчас есть музей-заповедник Иски-Казань, и, вероятно, вообще большого, да, такого населения в Казани не было, поэтому говорить о том, что в тот период, в середине XIV века, чума унесла большое количество жизней, на казанцев мы не можем, да, то есть источников нет. Но в тот период это действительно была одна из самых страшных эпидемий, и я обычно рассказываю о том, что просто одна вошь, переносчица бубонной чумы, села на крысу, которая оказалась особенно живучей, и переплыла она из Северной Африки в один из итальянских городов, и в результате, по разным подсчетам, от трети до половины населения Европы скончалось. Те эпидемии, о которых мы будем говорить, уже, конечно, не приносили таких страшных последствий, да, о том, что мы говорим чуть ли не о трети населения, да, но все равно были очень-очень опасными. И начинаем мы тоже именно с эпидемии чумы. Вот эта эпидемия, она уже имеет отголоски, скажем так, да, конечно же, она не подробно и документирована, к сожалению, да, точных данных по количеству жителей, достоверных, да, мы все-таки привести не можем, лишь, так сказать, предположения, более или менее обоснованные. Дело в том, что эта эпидемия, опять же, была не только в нашем регионе, да, и не только в России, но и в Европе. При том, что до этого в Европе были еще крупные эпидемии, но мы не помним, да, такого большого масштаба. Такие отголоски второй половины XVI века, они все-таки немножечко, так сказать, трудно их соотнести с каким-либо видом заболеваний. Да. Здесь же у нас есть описание врача Сиденгама, классические, да, для бубонной чумы. Это карбункулы, да, которые набухают, значит, на лимфатических узлах, потом, значит, затвердевают, либо, значит, вскрываются, да, либо не вскрываются, воспаление, и в горле в том числе, да, но начинается именно с воспаления в горле. Ну и соответственно, она эта зараза, да, была занесена в Казань в июле 1654 года. К этому времени в Москве она была уже распространена. Ну и, конечно же, в Москве считали, что отдаленные города еще защищены. Да, и у нас очень мало, конечно же, вообще сведений о том, о конкретных так сказать, да, лицах, которые были, так сказать, упомянуты, да, в связи с этой болезнью, да, но кроме воевод, которые занимались в Казани, да, борьбой с этой эпидемией, старались как-то минимизировать ее последствия, нам, например, известно имя Евдокии Богдановны Шереметьевой, это жена одного из Шереметьевых, так у нее фамилия Полева, да, была. Она пыталась спастись из Москвы и переехала в Казань в сентябре 1654 года. Почему про нее только говорится, потому что муж у нее был в это время в походе. В это время идет, значит, как вы знаете, да, присоединение левобережной, значит, Малороссии к России и, соответственно, до нынешней территории Украины. И, соответственно, многие войска были на этой территории, и, соответственно, муж не мог сопровождать жену. К сожалению, она умерла, да, то есть
таким образом мы понимаем прекрасно, что вот никто не мог спастись, и действительно, к сожалению, вне зависимости от сословного принадлежности, да, от происхождения, чума, конечно же, имела, видимо, такую большую вирулентность, или как это называется, да, правильно, с научной точки зрения, да, большую очень, так сказать, заражаемость, и, соответственно, к сожалению, это будет не последняя, да, жертва в этот период. И вот за это время с июля, да, конец 1654 года и начало 1655 года, да, считается, что скончалось в Казани, в Казанском уезде 48 тысяч человек. Эти данные, значит, приводятся в службе значит, Смоленской иконе Божьей Матери, да, значит, в Седмиозерском монастыре составленной, так сказать, передаются, да, так сказать, из уст в уста, это такие неподтвержденные данные. И когда Пинегин написал в своем путеводителе о том, что это только в Казани, конечно же, мы не можем совершенно с этой цифрой согласиться, да, потому что мы знаем по переписной книге Семена Волынского 1646 года, ну, то есть буквально тут вот за 10 лет до того, как напала, да, на Казань чума, что население Казани составляло в районе 20-22 тысяч человек. Да. Мы понимаем прекрасно, что за десятилетия оно не могло удвоиться, и уж, конечно же, оно не могло полностью вымереть из-за чумы. Потому что далее, как мы знаем с вами, да, начинаются поиски средства по борьбе с чумой. И, конечно же, мы понимаем с вами, да, вот это религиозное мировоззрение людей того времени, насколько они, так сказать, все проникнуты пониманием, что исключительно все происходит по воле Всевышнего, что, конечно же, необходимо предпринимать какие-то действия именно в духовной сфере, да, для того, чтобы найти покровительство Божье для защиты от таких страшных, значит, явлений. Ну и вот, соответственно, опять же, какой-то московский житель, да, сейчас минуточку, московский житель, некоторым Шорин, да, вот его передают, да, имя, говорится, что он предлагает воеводе Салтыкову принести в Казань и Среднеозерной пустыне образ Смоленской Божьей Матери. Он был туда принесен из Великого Устюга основателем пустыни Ефимием, да, в 40-е годы, то есть уже начал прославляться. Ну и, соответственно, Смоленская икона Божьей Матери была к тому времени уже очень известная, почитаемая, чудотворная икона. И вот именно было, видимо, сочтено, да, необходимым обратиться именно к этому списку. Вот как бы нам кажется, да, Казанская икона Божьей Матери, да, кажется, но вот к этому времени она уже воспринималась именно как защитница российского воинства, да, то есть что она все-таки какую-то другую, да, значит, область духовную защищает. Вот. Так что в этом смысле вот такое было предложение. При этом в службе сообщается о том, что было видение, да, так сказать, явление, так сказать, во сне одного из старцев, одной из, так сказать, монахинь, о том, что вот тоже указывалось, да, о необходимости именно принести Седмиозерной пустыне вот список Смоленской иконы Божьей Матери. Ну и, соответственно, вот такой, значит, игумен, да, Иоанно-Притеченского монастыря под Кремлем, да, вы знаете, у нас к тому времени он уже обрел даже каменные стены и колокольню, да, Пахомий, вот он предпринимает эти действия, да, то есть они с духовенством отслужили литургию и, значит, принесли из Седмиозерного монастыря эту икону. 24 июня. Тут, конечно, вот немножечко, да, сбой в датах, потому что в большинстве считают, что 1654 год, но мы с вами знаем, что она только-только появилась в это время, да, и буквально вот за 2-3 дня, что будет совершен такой, значит, крестный ход, и явления уже произошли и так далее, мы, конечно же, с этим не можем согласиться. Ну и, соответственно, вот совершается крестный ход. Сначала вокруг Кремля.
И вот так странно описывается, что жители Казани воспринимали существование этой эпидемии, да, вообще, так сказать, ее усиление и так далее, связывали, скажем так, с темной облачностью, да, которая висела над городом. И что вот как только, значит, они совершили крестный ход вокруг Кремля, небо прояснилось, сейчас, минуточку. Да, небо прояснилось, и, соответственно, значит, лучи солнца начали разгонять эту болезнь. Ну, вот так это описывается в источниках. Обрадовались и решили совершить крестный ход вокруг всей Казани. И начало и конец, так сказать, да, откуда начался этот крестный ход, он был потом отмечен вот этой обыденной, да, так сказать, но правильнее, наверное, сказать, обетованной часовней. Да? То есть вообще существовала как бы такая практика в 15, 16, 17 веках, ну, в 17 реже уже, да, но в 15-16 это было очень распространено, когда ставили церковь за один день именно для того, чтобы показать свое рвение, да, для, значит, Господу и, соответственно, значит, попросить, как это называется, да, выполнение, да, вот молитвы, скажем так, просьбы, да, в честь чего это либо церковь, либо часовня ставилась, да, то есть вот такая как бы вот обетная церковь. Обетная часовня была поставлена. И потом на ее месте был поставлен Кизический монастырь. И долгое время на территории Кизического монастыря эта обетная часовня так и стояла. Вот, соответственно, крестный ход был совершен, болезнь начала отступать, эпидемия начала отступать. Ну вот, дальше мне, в общем, не очень понятна, конечно, логика. Естественно, наше мировоззрение это не очень хорошо понимает. Нам хочется здравый смысл, да, так сказать, четкая последовательность, но здесь вот вступают в силу какие-то, значит, представления уже церковных иерархов, которые, видимо, считали, что нельзя икону долго держать, значит, в одном месте, да, что вот только чтобы она служила защитой от эпидемии и так далее, да, потому что было решено ее унести. И что, как это называется, да, к чему это приводит? К тому, что эпидемия возобновляется, ну, уже не такая сильная, потому что опять приносят икону, да, потом повторяется в 1956 году, но вот тут почему-то в 1956 году к октябрю, сказать, нельзя, почему нельзя было принести, значит, икону, непонятно, да, потому что скончался и, ну вот так, да, это подробно описывается, вот, значит, скончался и воевода, ну это уже следующий после Салтыкова воевода Хованский, и более 300 казанцев. Да, более 300 казанцев. И это причем тех, которых точно знали поименно, да, то есть это, соответственно, значит, не низы городского общества, да, естественно, что это какие-то, так сказать, маломальски привилегированные представители. Ну вот как-то вот почему-то нельзя было принести ее вовремя, да, и, соответственно, прекратить эту эпидемию чумы. Нужно сказать, что у татар существует своя версия, почему эпидемия чумы прекратилась. И так вот очень вскользь, значит, Пинегин ее упоминает, но очень, так сказать, ну, без конкретики, просто говорит о том, что пытались обратиться к татарским волшебникам, как он это называет, да, значит, но это не принесло никаких результатов. Сами же татары считают, что эпидемию чумы прекратили совершенные жертвоприношения козами. И поэтому появляется козья слобода. Она, естественно, да, совершенно не характерная, так сказать, для расселения татар в тот период. Да, вы знаете, что как бы татары жили именно в старо-татарской слободе в этот период, но, вероятно, они тоже были вынуждены покинуть свое место, да, из-за вот этой эпидемии чумы в большей значении, ну, кстати, в основной части города, да, не случайно у нас, как я уже сказала, да, крестный ход начался за Казанкой, то есть люди там спасались явно, да, вот, и, соответственно, там вот татары тоже присоединились, и вот мы видим с вами, да, что, вероятно, они были как-то соседями в этом горе, да, значит, и татарские, и русские жители. И вот татары совершили жертвоприношение козами,
Хорбаншалла, да, и, соответственно, таким образом, значит, они сочли, что вот именно это привело к окончанию эпидемии. Но, как я уже сказала, это очень глухие, передающиеся из устно сведения, да, и вот только лишь вот в этих замечаниях, что татарские волшебники ни к чему не привели, да, то есть вот мы как бы что-то можем об этом прочитать. Нужно сказать, что вот это избавление от чумы, ну вот такое, как вы понимаете, не одномоментное, да, но все равно вот в честь того крестного хода первого, который произошел, отмечался на протяжении почти 3 веков, да, то есть до 1917 года ежегодно совершался крестный ход от Кизического монастыря, значит, от Кизического монастыря, значит, с тем же чудотворным списком Смоленской иконы Божьей Матери, в основном, конечно же, вокруг Кремля. Все-таки вокруг города уже не ходили, но так как первый день, там, ну, в смысле, первый раз, да, крестный ход был вокруг Кремля, так это и было. Есть несколько фотографий начала 20 века, и вот 26 июня по старому стилю, да, он немножечко, так сказать, сдвигался, при этом Пинегин странным образом почему-то пишет, что и 20 июля совершался крестный ход в честь Смоленской иконы Божьей Матери, хотя мы понимаем прекрасно, да, что это как бы маловероятно, что 21 июля это день Казанской иконы Божьей Матери, да, летний. Вот, так что в этом смысле немножечко Пинегину в этом вопросе не доверяйте, скажем так, да. В этом, у Загоскина более критично, но менее развернутое, да, все вот это описание, вероятно, он тоже, вот как бы, так сказать, от вот этой нелогичности действий, от того, что почему-то, так сказать, нельзя было, да, по этой логике пользоваться иконой, да, и спасать, значит, от болезни постоянно, вот, да, то есть он, видимо, решил сократить этот сюжет в своей книге «Спутник показаний», но тоже там это все присутствует. Но нужно сказать, что эпидемии чумы, конечно же, еще не закончились. И в XVIII веке известно вот 2 таких крупных, значит, периода. Они почему длятся не 1 год? Да? Потому что это всегда возвратная волна. Да? То есть до какого-то предела доходит вот, значит, да, заболеваемость, переболевает население. К сожалению, да, мало кто выживает, и, соответственно, дальше потом они, уже заболевшие, да, начинают, так сказать, возвращаться назад, и начинается возвратная волна. Иногда она бывает даже сильнее, чем вот первая волна, да, и вот, соответственно, поэтому мы с вами сталкиваемся с тем, что у нас не 1 год всегда эпидемии чумы, да, то есть вот мы видим с вами, что следующая чумная эпидемия была 1737-39 годов. К сожалению, в этот период, да, у нас с вами губернатор Волынский, да, Артемий Волынский, по нему большую часть сведений не о его вот этой организации работ, да, по борьбе с чумой, да, а, так сказать, по его участию, так сказать, в дворцовых каких-то там делах, да, значит, обвинения в его, значит, в каких-то неправильных действиях в отношении церковного имущества и так далее, да, то есть вот этот момент, к сожалению, вот мне найти не удалось, да, то есть насколько нужно, наверное, все-таки еще более подробно уже в архивных источниках смотреть, но пока мне не удалось это сделать. Это период очень сложный, да, то есть строится в Казанской губернии 2-я Закамская засечная черта, да, то есть, конечно же, в этот период усиливается, да, начинается работа, значит, новокрещенской конторы, да, значит, усиливается процесс христианизации, то есть, ну, вот такие очень непростые годы. И в 1734 году перед этим, да, у нас приезжал Пестриков, который описывал город, да, и, соответственно, вот он, конечно, зафиксировал для нас, как город выглядел перед этой эпидемией чумы. Вероятно, нужно делать, указывать, да, на сокращение населения после этой чумы, то есть к середине XVIII века, вероятно, все-таки население незначительно увеличилось. И действительно, если мы видим по количеству населения, то для второй половины XVIII века опять, да, то есть состав городских жителей был в районе 40 тысяч,
И это, возможно, опять же влияние уже вот этой чумы, эпидемии чумы, да, 1771 года, да, в Москве, как вы знаете, это была просто катастрофа, да, то есть там дошло до чумного бунта, да, убийства архипастыря, да, действия Орлова, значит, очень активные по подавлению, да, этого бунта, по, значит, попытке как-то этот организовать, да, взлету Архарова, поэтому вот как раз в процессе, да, подавления этих бунтов и организации работы полиции. Вот. И тогда вот он тоже, так сказать, да, использовал эту меру, и, в общем, она была, видимо, и в средневековых городах тоже использовалась, да, ну вот для Казани 17 века мы не знаем, да, и первой половины 18, но для уже 19 века это вот мы тоже увидим, да, то есть это использование для таких тяжелых работ с правом как бы облегчения наказания, да, или даже потом освобождения заключенных, да, то есть вот как бы тех, кто готов идти на такую страшную работу, да, на опасность заразиться, да, и так далее, ради того, чтобы все-таки вернуться, да, как бы вернуться в общество, да, то есть снять с себя вот этот социальный статус отверженных. Причем это касалось не только мужского населения, но и женщины-проститутки тоже, да, по разным, так сказать, версиям тоже привлекались и становились сестрами милосердия, то есть они вот как бы тоже вот эту свою отверженность, да, пытались таким образом как бы преодолеть. Но это очень такие глухие сведения. И вот по московским, да, событиям очень много сведений, к сожалению, по казанским, как вы понимаете, да, событиям в преддверии, да, ближайших, как вы знаете, случившихся потом страшных, да, пожара, завоевания Казани, да, пугачевскими войсками и так далее, вероятно, вот эти, значит, да, явления, которые были в Казани во время чумы, они уже вот были замещены вот этими уже кошмарами времен пугачевского захвата города и его пожара. Вот, поэтому, собственно, сведений по чуме у нас не так много. Да, 1771 года мы просто знаем, что она тоже затронула, но все-таки не в таких масштабах, как это происходило в Москве в этот период. Нужно сказать, что, к счастью, да, вот это была последняя, да, эпидемия чумы в России.